Глава Башкортостана Ради Хабиров отправился с рабочей поездкой в Белебеевский район. Белебеевский район расположен на Южном Урале, в самом сердце Евразии. Центр района, город Белебей, раскинулся недалеко от реки Усень, бассейна Камы. Находится Белебей в 180 километрах от Уфы. Ради Хабиров в Белебее уже не первый раз. В один из прошлых визитов в 2018 году глава региона побывал в Белебеевском роддоме. К тому времени роддом 3 года уже не работал. Из-за недостатка денег, необходимый для изношенного здания ремонт, остановили. Чтобы родить, женщинам приходилось ехать в Октябрьский, Туймазы или Уфу. И вот спустя почти 1,5 года Ради Хабиров лично проверяет, как выполнили его поручение закончить ремонт и запустить Белебеевский роддом. Здравствуйте. Товарищ, самое главное, поменяли вход. Мы полностью, с той стороны было вход. Сделали большую работу, как бы полностью поменяли. И сейчас это у нас выписная комната. Это место, где будет происходить выписка. То есть камера стоит, которая показывает, как идет подготовка маленького чуда, которое получилось. Вот это комната ожидания, где родственники, родные, близкие находятся. Тогда покажем вам. Две девочки родилось уже за это время, да. Здесь у нас отделение патологии беременных на 20 коек. Ну, женщин, которые с патологией, мы будем ложить сюда. И дальше уже принимать решение, где рожать в Белебее, в Уфе. Тут у нас подготовка и сохранение. То, где у нас вот, ну, отделение полностью уже работает на полную мощность. Наши. Хорошо. Вот так здесь получше? Хорошие. А у вас первые роды или нет? Первые. Ну, слава Богу. Успели мужчины построить, чтобы здесь. Давайте. Здесь сделали такой вот и максимально старались, где возможно, сделать валюту и душевые кабины и отошли от поддонов, потому что по опыту поддоном тяжело беременным, вот, сделали так. Они не проваливаются и более так надежно. И вода не затекает. Девушки почти стали сфотографироваться, вы не против? Конечно, давайте. На память же. Так. Это у вас капельница? Это же исторические девушки у нас. В роддоме первые. Нет, они уже, получается, третий, четвертый. Спасибо большое. Первооткрыватели мы этого, именно этого отделения. А вы откуда? С Белебея? Белебея, да. А, сама Белебея. Ну ладно, слава Богу, что. Спасибо. Будьте здоровы. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Рафаэльевич, это опер... С целью дополнительной санэпидрежима хотим показать вот родильный зал. Здесь 2 родильных зала. Операционные. Операционный, где происходит оперативное лечение. Значит, можно зайти. Полностью. Тут все современное оборудование, все с нуля. Здесь современная у нас и наркозно-дыхательная аппаратура, и лампы, чтобы все это было вот с возможностью там, вот, вчера различных режимов. Вот здесь роды уже были, да? нет, оперировали на той стороне, сейчас покажу. А у вас сколько таких родильных? У нас это операционных таких 4, а родильных тоже 4. Сейчас все покажу. Сейчас 4 операционных блока. Ну, то есть вот хватает? Да, полностью. Этот роддом на эту мощность все рассчитано по современным стандартам В технологий. среднем получается в день сколько? В день мы рассчитываем на 2 роды. На 2. Беременных у нас с Еремекеевым, Бишбуляком около 500 беременных сейчас стоят на учете. Около 484 на сегодняшний день. Еремеки. И Бишбуляк рядом. Вот Два оттуда района. будет 2 района, Да, да? и Белебей. Это по маршрутизации? Да, по маршрутизации. Да, плюс поселок Приютово. Если какие-то сложные вещи, мы маршрутизируем тогда уже на Уфу, в перинатальный центр, там, где требуется уже Это вот более именно усиленная операционная. реанимация. Для родовых. Вот тут уже оперировали Ради Фаритович. Тут уже у нас, вот, извиняюсь, девочку мы тут уже родили. Вот здесь это уже проработал. Все Всё стандартные. нормально. Да. С А оснащение все необходимым по стандартам. оснащением.
Так не было, конечно, да? Различно. Здесь, конечно, вы сделали и систему вентиляции, чистых помещений. Так, наверное, уже в Уфе, почти во всех Это больницах. современные требования, это как и в перинатальном центре. Тут на 20 коек у нас послеродовое отделение. И женщины лежат все у нас с детьми. Да, вместе. Это же совместно. Отдельно есть, я тоже покажу, для тяжелых больных, для тяжелых детей. Все есть, ПИТ. Сейчас. Это так вот по современной медицине. Да. Да? Как мать и дитя, когда они вместе находятся. Вот у нас девушка с Бишбуляка. Здравствуйте. Ну что, вы первая у нас здесь, да? Да. Поздравляю. Да. Как? Хорошо все? Да. Как себя чувствуете? Да, нормально. Девочки тоже себя хорошо чувствуют, да? Это вторая дочка, наша молодая У мама. нас тут еще маленький сертификат. А у вас же вторые роды, да? Да, у меня А второй. первые где рожали? Первую я родила в этом Октябрьском. Где? В Октябрьском. А, в Октябрьском, да? Ну, нравится сейчас здесь? Ну, молодец. Растите здорово. Спасибо большое. Мы открылись с 1 числа, согласно вот вашего поручения. Поэтому наполняем. Сейчас в основном у нас гинекология работает и дородовое отделение. А здесь уже вчера были роды, позавчера. Сейчас еще будем постепенно. Двое. Пока. Ну, как вам здесь? Здесь туалет есть, все хорошо, да? Роды После нормально. ремонта все прекрасно, конечно, оборудование новое, все новое. Красота. Ну, тогда отдохните немножко. Это вот вам тоже небольшой подарочек. И за третьим, И за третьим, да. Видите, мы же все для вас делаем. Ну, Да, поэтому вы... обязательно, обязательно, и тоже сюда. Ай, какая девочка. Все, будьте здоровы. большое. Не болейте, пожалуйста. До свидания. До свидания. Тут именно, вот, которые спрашивали, для детей, которые рождаются после кесарева, тяжелой палаты ПИТа, палаты ценотерапии. Да. Тут полностью идет оснащение современное. Это кювез, да. Это кювезы, которые дорогие, которые у нас это реанимационные условия для недоношенных, для детей с какими-то проблемами. Основные проблемы это бронхолегочная система, как правило, страдает. Поэтому здесь вот, да, для стабилизации и дальнейшей тогда эвакуации медицинской в нашу республиканскую детскую больницу, если здесь невозможно справиться. Один у вас, да? Нет. Нет, здесь Нет, таких. несколько часов. Изюминка этого дома, это вот что в одном месте все. И ночью как бы будут дежурить 2 доктора и взаимопомощь. Да, 2 дежурства. Это гинекология в роддоме. Это вот операционная для гинекологических больных. Это уже мы перешли. Для роженицы отдельная операционная, как по Санпину, а для гинекологии отдельно. То же самое. Лапароскопия установка. Такие же системы и вентиляции, чистые помещения, необходимое оборудование, которое Мы есть. приобрели вот такой Электрическая такая. каталку, да, которая именно больных она трансформирует, переносит сама без людей уже, потому что поступают женщины, они беременные, больше есть 100 килограмм есть, и чтобы у нас медсестры все есть Мы, как правило, работаем тяжело, с и она все полностью сама девушки, перекладывает. чтобы Вот. помочь нам. Ну, 2 операционных таких. Тоже для экстренных и плановых больных. Если больные врачи планово оперируют, поступают экстренно, у нас здесь 2 операционная. Здравствуйте, вот у нас гинекологическое отделение. Здравствуйте. Тоже Как дела у вас? лежат и Ну, здесь молодые. получше? Да. Ага. Чисто все. Чисто, новое, уютное. А вы сами с Белебея? Нет, я с приюта. С Приютова, да? Ну все, теперь здесь будете все проходить. Спасибо. Да. Выздоравливайте. В кабинете аппарат УЗИ для проведения скрининга. Что, здесь получше? Очень. Очень комфортно. У вас первые роды? Третий. А, Только что. да? А здесь рожали до этого? Да. Ну все, видите, немножко. Первый, второй здесь Да. рожали. Ну, слава богу, видите, мы подгадали, чтобы у вас все хорошо было. Условия здесь получше, все вам. Очень комфортно, все очень хорошо. Ну, будьте здоровы, счастливых вам. Спасибо большое. Вот там не думали соединить вот с тем зданием? Думали, Чего? но все упирается. А вообще технически возможно? Техническая возможность есть, да, но это будет стоить переход порядка 10 миллионов. Потому что на конструкция, как правило, верховая, проектирование, ну, плюс-минус.
Потому что у нас многие, А много ходит оттуда людей? Да. Много, да? у нас, к сожалению, вот эта болезнь во многих районных больницах, когда корпуса понастроили и вынуждены, допустим, с терапии в приемное отделение, где есть рентген, Вы возить туда техничек пациента. хотя бы прикидывали? Прикидывали. Через первый этаж, да? Или как? Нет, через второй. Через второй этаж. Техничка Первый размещена. проходит тут, вот тут первый, там низко, через второй. Еще раз, Давайте разница на высоты. 20 год, на 21 год поставим. Сейчас уже мы ничего не придумаем. Вы начинаете проектировать. Вопрос проработаем тогда. Да, вы в этом году найдите возможности, там что на проект где-то миллион-полтора, наверное, два. И А на следующий если год можно. мы... А? Лифт туда, если можно. Лифт. Лифт? Туда в это здание. А здесь лифта нет? Нет, тут есть то здание. следующее Тут у нас здание. 3 лифта. Если А говорить, там же двухэтажное здание, зачем там лифт? но у нас все равно пациенты есть маломобильные, когда на второй этаж тяжелые, они, если это Инсультные, пожилые, кардиологические. все равно не... Ну, посмотрите. Там в да, основном лифт. либо на руках. Когда поручение мое оформите, ладно? В этом году пусть они за счет своих средств проектируют, а мы будем в следующем году. Значит, здесь мы сделали вариант такой регистратуры с учетом архитектурного решения. Это регистратура, вот, которая приходит в поликлинику, да? Да, это именно для женской консультации. Ребенка прописки. То, что да. видеотрансляция Да, идет. тут сделали тоже. Некоторые комнаты спонтанно возникали, делали по ходу. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Благодарю вас за такой ремонт. Теперь Спасибо вам, огромное. чтобы здоровые детки наши рождались. А кто побаливает, что-то здоровое. Спасибо, будьте здоровы. Спасибо. Кстати, всех с наступающим. Будьте счастливы, здоровы. Спасибо. До свидания. Здравствуйте. К вам можно обратиться? Я живу, это представитель дома 34, это напротив мэрии 30 метров. И мы, этот дом старый, 64-го года, дом разрушается. Это там сейчас, знаете что, Шамиль там Губайдуллин есть. Он отдал все это на этим который общепиту. Мы куда только не писали. Мы главе писали этого города, мы писали району, мы писали дозору. У нас такая папка, мы сердце писались. Никто не хочет этим вопросом заниматься. Пожалуйста, помогите. Мы знаем, что мы не можем жить. посмотрите, Сделайте, пожалуйста. да, сейчас. А вы только не перепроверяйте, сами лично возьмите. Они опять отдуваться будут. Они же, я уже доверия нет им. Сделайте, пожалуйста, дом Ленина, 34. У меня квартира. Вот у меня паспорт, в 49-й квартире живу. Пожалуйста, вот у меня паспорт, пожалуйста. Потому что у меня в Вот, поручении пожалуйста. будет. Там, скорее всего, Спасибо. вытяжка на вытяжку, Спасибо. наверное. Это бесполезно, потому что там они этот не сделали, столько там этих, они не этого, защитных условий нету. Там бесполезно этим домом заниматься. давайте. Сделайте, пожалуйста. Специалисты пусть Пожалуйста. посмотрят. Спасибо вам. Спасибо. 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 Мы уже год мучаемся инвестсоцплат. Пенсионеров нас всех наказали, прокуратура перед носом, сейчас перед носом. налоговая. Зачем вы влезли в это? Вот проценты. Я вот понимаю, и заманали. захотели заработать. Да. Мы думали, это филиал банка, например. Я тоже Мы приехали банк новенькие, открыла, Так, социнвестбанк. Касьянову поручение давай сделаем. Скорее всего, Никто. там, наверное, уголовное дело возбуждено, да? Возбуждено, а толку ничего нет. Понимаете? Я просто уточню, в какой стадии расследования находится. Видите, ну не надо было вам здесь бедно. Ну, конечно, не надо. Да я понимаю, но слушайте, мы но же эти верим, деньги это где же мы всё-таки возьмем? правовое Значит, этот государство. возвращать должен тот, кто вас забрал. Мы его по нашей линии накажем. Если у него деньги есть, соответственно, ну, возврат будет. Но если у него денег нет, это значит, тут, Много денег вложили? Много. Сколько? На квартиру 1 800 000. да, ну вот хотели больше получить. Ладно, хорошо. Еще один вопрос можно? Значит, микрорайона Ласточка. Дорога. Вот дороги мы строим 3 года поэтапно. Вот мы- На этот мы год купили тоже там 3 дом, дороги третий год планируем. живем. Третий год уж потерпите. Сами немножко. купили машину, значит, осыпали дорогу. А дальше Мы не деньги идет. каждый год даем. Но мы даем тем, у кого там 5-10 лет у нас есть такие. Так что уж потерпите. Еще плюс 3 дороги будут.
Радик Фредович, Белебеевский роддом, все-таки жители вас поспрашивали, понимаю, поручение дали. 1,5 года почти прошло, даже меньше. Да, это моя первая поездка была как раз. Я помню, когда начал работать, здесь первая поездка была. Да, и меня вот это, конечно, впечатлило тогда. Ну вот мы сегодня завершили, сдали. Я только для этого приехал посмотреть. Побольше бы таких результатов? Дай бог, дай бог. В Белебее, кроме роддома, есть еще объекты, которые тоже требуют внимания главы региона. Нужно реконструировать городской стадион, строить школу в селе Аксаково, решать вопросы с парком культуры и отдыха, в народе парком Чапаева. Есть и другие проблемы. Мы находимся на территории Белебеевского городского парка, будущего парка «Поющие родники». Поющие родники будет называться, да? Парк «Поющие родники». Общая площадь в границах проектирования составляет 10 гектар. Площадь зеркала пруда 3 гектара. Стоимость проектирования проекта строительно-монтажных работ 234 миллиона. А вот 234 миллиона, я знаю, там же деньги по конкурсу. 85 миллионов. 25 республика дала и 3 миллиона мы софинансировали. 121 миллион мы ждем от вас. Да. Потому что у нас будет незаконченное. Мы сделаем, вот это сделаем за 107 миллионов. Вот это. А вот основное, вот это, которое мы хотим, вот как в Австрии я увидел. А что это такое? Многофункциональный центр модульный для детей. такой блок, да, молодежный коворкинг-центр. Он называется «Бублик», мы его так называем. Здесь будут проходить коворкинги, будут проходить театрализованные мероприятия, какие-то школьные, стилистические мероприятия, то есть все, что связано с молодежью, то здесь же можно будет проводить встречи с бизнес-сообществом, то есть обсуждать. То есть многофункциональный центр, направленный на различные виды деятельности. Для молодежи. А молодежи, недалеко да. это, вот людям удобно будет добираться? А здесь же город. Вот мы сейчас строим, да, вот здесь на Фурманову выход, на Лесной выход, на Лесной микрорайон, а сюда на Бубр уже сделали. А вы вот эти вот предусмотренные, чтобы вы осветили дорожки, асфальтировали, то есть вот... В этом году мы будем благоустраивать прилегающую улицу, улицу Комсомольская, там будет покрытие асфальтовое новое, и подходы тоже с двух улиц тоже будут чтобы светло, благоустроены, безопасно тротуары это с было, да? освещением Точно, да. совсем. С северной стороны у нас 2 больших микрорайона жилых, оттуда тоже для удобства. Это, в принципе, тоже. то есть не на отшибе, это Это центр, в принципе, центр города, да. Тоже организовываем подход для удобства. То есть у вас вот сейчас... Сейчас подрядчиком является наша Белебеевская организация. Это выполняется вкручивание свайного поля. Здесь у нас будет пляж. Пляж состоит из 3 видов. Это травяной пляж, песчаный и деревянный пляж. Вот сейчас они вкручивают сваи. Работы подрядчик начал в конце декабря прошлого года, выполнил частичный демонтаж бордюрного камня, демонтировал складские помещения, на танцевальной площадке сцену демонтировал, то есть работа ведется. Вот берег, вся линия, как будет обустроена? По берегу у нас проложены бетонные плиты, они останутся, и поверху мы наложим уже сетку озеленения сделаем. То есть такое решение принято было, да. И по низу будет установлен такой пирс небольшой, деревянный, настилы, чтобы можно было подойти к воде уже и любоваться по кругу природой. можно это будет сделать по деревянному или не? По кругу нет, вот вдоль плотины, а по периметру будут расположены подходы к воде, настилы. И отдельно выделяем, у нас вот в южной части будет такая спокойная зона, и мы выделяем места для рыбаков. То есть точечно у нас будет установлены деревянные такие настилы красивые. А вот дно кто-то смотрел, чистили дно там? Дно мы посмотрели, дно по центру ил есть, и вот мы его тоже планируем тоже очистить в этом году своими силами. А вода, вот анализ сдавали, вода что, плавать разрешено? Да, вода чистая. Мы ежегодно, у нас здесь пляж, мы здесь спасатели, все это устанавливаем. Это единственное, наших водоемов нету больше в Белебеевском районе, мы же на возвышенности. Сейчас вот я правильно понимаю, что те деньги, которые есть, в целом вот этот комплекс вы сделаете? На 113 миллионов у нас заложено полностью демонтаж и монтаж всех покрытий, освещение, видеонаблюдение, частичное озеленение и все. А остальная сумма, вот вторая часть, 121 миллион, Там, да, это уже многофункциональные центры приобретения, это скамейки, урны, то есть все, что связано с благоустройством. Вот Да. эти конструкции, Да. мы бетонные все дела сделаем первым, чтобы потом... И озеленение. Беляеву изыскать, соответственно, внести предложение по финансированию там, второй части. Когда вы сдаете по контракту, где строитель? Сергей Александрович.
По контракту когда вы должны завершить? 1 декабря. 1 декабря? Да, 1. А вот здесь вот что будет? Вот здесь вот А гулять? здесь половина плотины будет покрытие бетонное, цветной бетон, а вторая часть покрытия будет асфальтовая. Вот здесь должно А быть. тут, то есть, это вдоль можно будет по асфальту ходить, да? Да, И это всё полностью. освещено будет, да? Все, да, тут 200 фонарей заложено. Очень излюбленное место, Раиль Фаридович, Белебеевск. конечно, да, место Оно красивое. и сейчас у нас заасфальтировано, конечно, но будет еще лучше по этому проекту. Да, ну тут все должно быть завершено. То есть тут на каждую деталь обращать внимание надо. Раз уж зашли сюда. Ну, да. Проектный. А вот пляж будет здесь, да? Там рыбные выгорит. Да, тут будет такая пляжная зона. Вот где мы сейчас стоим, вот здесь спускаться, вот так спуск будет, вот людям можно будет к воде хорошо подходить. А вот это белое, вот это асфальт, Это бетон. брусчатка, а Это бетон цветной будет. бетон. Вот это, вот такая. вот эта площадка, да, вот здесь. Да. Вот это мы здесь скамейки, ставим здесь озеленение, и вот отсюда переходим уже к этому, к мафу, там, вот, который там будет находиться. А общепит какой-то здесь есть, да? Или как? Вообще, ну, кафешка какая-то есть? Да, вот она есть. А, есть, да? Да, есть. Ну ладно. Ладно, спасибо. Раиль Фаридович, своими глазами проект заиграл, наверное, новыми красками. Ну, про проект красивый, посмотрим, как получится. Все-таки про озеро вопрос. Проект федеральный, деньги федеральные, мы добавляем свои. Да. Вот вам как вообще проект нравится? Да, ну, собственно, я в главе и предложил вот это озеро преобразовать, поэтому оно как-то для меня тут вроде как и мое участие. Так это и ваша идея была? Да. Ну что ж, будем ждать реализации. В проекте обновленного парка поющих родников Белебея уютные и современные зоны отдыха и досуга. Как написал у себя в соцсетях глава Башкортостана Ради Хабиров, там можно будет душу отвести. Уже в 2020 году в Белебеевском парке появится благоустроенная береговая линия с пляжем, современное освещение, новые скамейки, игровая площадка для детей, фонтан, амфитеатр и островок уединенного отдыха. Тем временем рабочая поездка главы Башкортостана Ради Хабирова по Белебеевскому району продолжается. Раиль Фаридович, а куда мы сейчас идем? Вот сейчас мы с приютовцами хотим перегать. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Да, мы с поселка Приютово. Ради Фаридович, председатель Совета депутатов поселка Приютово, Щербаков Олег Юрьевич. Ну, значит, что касается бюджета поселка Приютово, значит, есть такой, ну, существенный, на наш взгляд, момент. Это предприятие, обслуживающее нефтяную отрасль, базирующееся в поселке Приютово. Значит, после проведенных реформ в Башнефти, они сейчас сменили свой юридический адрес, и много предприятий сейчас имеют адрес города Уфы, Ишимбая. Дело в том, что работники нефтяной, газовой промышленности, это все жители поселка Приютово, пользуются всеми благами поселка Приютово, но, к сожалению, вот такая реформа, она отток произвела, и, ну, финансовых помощи как бы таких. Давайте, у меня уже по приюту свое видение есть, что мы будем делать. Значит, я предполагал к вам съездить. Значит, просто подумал, что гораздо будет эффективнее по-другому мы поступим. Вот у меня какая просьба? Вот весь этот мой разговор передайте, пожалуйста, жителям там. Придите. Почему? Потому смотрите, что я предлагаю. По приюту мы примем определенную программу, где-то до 2024 года, именно по приюту. Там, может быть, посмотрим, если в Аксаково ситуация, потому что приюту я помню, уж больно депрессивная, 20 тысяч почти человек живет, поэтому мы вам поможем до 24. Первое, теперь как это будет делаться? Значит, уже со следующей недели к вам в приюту будут приезжать отраслевые министры. Условно говоря, на следующей неделе приедет там Забелин Максим Васильевич. Он пройдет и мне сделает доклад, что нужно по медицине. После этого приедет министр промышленности. Он мне сделает доклад, что нужно сделать по промышленности, какие вопросы с нефтяниками. Он приедет, попросим кого-то с Башнефти, потому что с Башнефти мы работаем. После этого приедет министр ЖКХ. Он посмотрит, соответственно, и скажет, что нужно. После этого, это где-то примерно будет конец марта или до первой половины апреля,
я приезжаю туда, и мы проведем там выездное заседание правительства, где на этом уже мы, посчитав все деньги, мы примем решение и утвердим программу. И каждый год до 2024 года начнутся движения у вас там. Понятно? Понятно. Вот по Приютово примем такое решение. Мы, Ждем вас. то есть я уже приеду туда только как бы жирный гвоздь забивать, утверждать программу, и пойдет, и поехал. Договорились? Хорошо, договорились. Мы как жители города Белебей очень рады вас здесь видеть. Приезжайте к нам почаще. Может быть, где-то в каких-то местах, уголках будет порядок. Хорошо, мы тоже стараемся, сами тоже помогаем. Спасибо.